С апреля 2010 года Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, пожалуй, и не переставало быть настоящим штабом, работающим в режиме военного действия. Здесь установлено круглосуточное дежурство членов штаба и его специалистов. Сюда стекаются сводки с мест событий. Отсюда отправляются в горячие точки медицинские бригады, дополнительный санитарный автотранспорт и гуманитарная помощь пострадавшим и коллегам. 17 июня 2010 года от Минздрава на юг страны, Волжскую и Жалалабадскую области, отбыл целый караван автомашин скорой медицинской помощи. 14 новеньких карет, закупленных в срочном порядке на средства резервного фонда правительства, теперь будут обслуживать пострадавших и раненых, всех больных, нуждающихся в помощи людей в белых халатах. Вместе с автокараваном в зону конфликта отправился гуманитарный груз на 1 миллион 200 тысяч сомов. Эти средства были собраны медиками Бишкека и других областей для своих коллег с юга. В больницы Аша и Джалалабада отправилась и съемочная группа пресс-центра Минздрава. Древний город, получивший статус южной столицы, встретил нас молчаливо и сдержанно. И если бы не военные, которые попадались нам на пути, и силуэты обгоревших зданий, то можно было подумать, что все жители города просто исчезли куда-то. Машины скорой помощи, предназначенные для Волжской области, встречали прямо на площади перед зданием областной государственной администрации без излишних торжеств и церемоний. Прямо с площади скорые отправились по назначению, где их с нетерпением ждут больные медики. По данным штаба Минздрава, в городе Ош на ходу всего 7 скорых при потребности на 23 машины больше. Жалалабад обслуживает только 5, а область всего 57 автомашин, когда для бесперебойной работы их должно быть на 1/3 больше. Прибывшая на совещание областного актива председатель Временного правительства Роза Атунбаева в сопровождении исполняющей обязанности главы медицинского ведомства Дамиры Ниизалиевой навестила раненых, находящихся на лечении в городской больнице. Всего в волжские больницы за медицинской помощью обратилось почти 1500 пострадавших. Стационары приняли более 700 раненых. По Жалалабадской области обратилось за медпомощью более 600 человек, в стационары госпитализировано более 200. Многие медики до конца остались верны своему профессиональному долгу. Они продолжали оперировать даже тогда, когда на территории больницы завязалась перестрелка, когда поступали сведения, что горят их дома и близкие находятся в опасности. Им на смену приходили специально прибывшие на юг страны бишкекские специалисты. Бригады сменяли друг друга. В приемный покой прибывали новые раненые. За неделю в Волжскую и Жалалабадскую область прибыло около 70 высококвалифицированных специалистов из Бишкека. Столичные медики жили в больницах и делили со своими коллегами одну на всех лепешку, ставшую в те дни, когда не хватало продовольствия, на вес золота. 68 пострадавших с наиболее сложными травмами были переправлены в столичные клиники. Не имеющие ранее большого опыта оказания помощи раненым с огнестрельными ранениями, кыргызские медики с честью выходили из разного рода ситуаций и спасали человеческие жизни. Напряжение нарастало, когда заканчивались медикаменты и перевязочные материалы, когда приходилось добывать бензин для санитарного транспорта, когда на территории Волжской областной детской клинической больницы неизвестные схватили и увели в неизвестном направлении детского врача-хирурга Жусупа Акматова-Касыма. Коллеги, друзья и родственники продолжают поиски и надеются на скорейшее вызволение его из плена. В переговорах между представителями соседней Махали, врачами и родственниками доктора приняли участие и исполняющие обязанности министра здравоохранения Дамира Ниизалиева, и старожилы отечественного здравоохранения Накен Касиев и Камчебек Узакбаев. Большую организационную помощь медицинским работникам оказывают областные и местные государственные администрации, военные, а также простые граждане, которые доставляют лекарства и на личном автотранспорте перевозят раненых. Вместе с Дамирой Ниизалиевой раненых в Жалалабадской больнице навестил также губернатор области Бектур Асанов. Просьбы медиков для него святое дело. В больнице юга страны продолжает поступать гуманитарная помощь из разных стран и организаций.
Медицинские работники не бросили в беде и оказывают помощь перемещенным лицам. В Волжской области организовано примерно 10 лагерей, в Жалалабадской – 7 мест для перемещенных лиц. Медики местных центров семейной медицины взяли их под свой патронаж, проводят противоэпидемические мероприятия. Одна из прибывших на юг республики скорых в эти же дни отправилась в район Наримана. Туда же переправлена большая партия медикаментов и других изделий медицинского назначения. Неделя напряженной работы подходила к концу. В больницах стали поговаривать о госпитализации плановых больных. Многих раненых готовят к выписке. На больничных койках они равны и выглядят как-то одинаково. Благодарят медиков за то, что сохранили жизнь, за то, что были рядом в трудную минуту. А медики опять засобирались в дорогу. Домой, в Бишкек. Там заждались их семьи. Уже завтра они придут на свои привычные рабочие места, заступят на свой главный медицинский пост. Возвращаются в столицу вместе с ранеными и женщинами, которые пытаются хоть как-то уберечь своих детей от кошмара, очевидцами которого стали не по своей воле. Они, такие разные, летят под общей крышей авиалайнера, который доставит их в безопасное место, где у них будет хотя бы временное жилье и пропитание. И всем им, и это очевидно, не нужна эта бессмысленная война. Люди хотят мира и стабильности.